В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Почти 8 тысяч новых случаев коронавируса в стране. Все больше людей не имеют симптомов болезни. В Мирнинском районе заработает мобильное приложение «Единая карта клиента». Каким оно будет? Дуэс Эхо Туймады 2020 считанные дни. О программе праздника расскажем в этом выпуске. В России за минувшие сутки выявили 7972 случая заболевания COVID-19. Это последние данные Федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Среди выявленных заболевших почти 33% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых пациентов в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Вместе с тем, за минувшие сутки побороть болезнь смогли 10 443 человека. Скончались 181. А в Якутии за минувший день выявили 97 заболевших. Общее число случаев COVID-19 в республике уверенно приближается к 3,5 тысячам. В столице региона по-прежнему больше всего инфицированных – 68 человек. Напряженной остается ситуация и в районах республики. Как стало известно, в Нерюнгринском районе COVID-19 заболел глава Виктор Станиловский. Сейчас он госпитализирован, но находится на постоянной связи с правительством региона. Замруководителя оперативного штаба Якутии Ольга Балапкина во время брифинга обратила внимание на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Нерюнгре. В Нерюнгре, соответственно, есть определенного рода группа, которая у нас не характеризуется ни семейными, ни корпоративными, не является ни семейным, ни корпоративным очагом. Выясняется ситуация, откуда откуда у нас появился первый заболевший. Но на настоящий момент по Нерюнгре проводится весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий для того, чтобы так же, как и ранее, по Нерюнгре всегда работа проводилась очень четко, заблокировать непосредственно и сам очаг коронавирусной инфекции. Мы определились и главным врачом Нерюнгринской центральной районной больницы по состоянию больных. Главный врач будет выходить и постоянно давать непосредственную информацию. Между тем, в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Эксперимент проходит в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. 9 человек получили один компонент препарата, еще 9 – другой, рассказывает Артем Сторнов. Минобороны начало клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Ее в четверг получили первые 18 добровольцев. Об этом сообщается на сайте военного ведомства. Испытания проводят в госпитале имени Бурденко. После введения препарата добровольцы остаются под наблюдением медиков. Дальнейшие наши действия будут производиться согласно протокола, утвержденного Минздравом. Добровольцы будут осматриваться врачами через 30 минут, 2 часа, 6 часов и 12 часов в течение первых суток. У них будут собраны жалобы, осмотрено место введения препарата на предмет появления покраснений, припухлости, болезненности. Проводится термометрия регулярная, измерение давления, частоты пульса, частоты дыхания, аускультация легких, осмотр зева. Ранее сообщалось, что для испытания вакцины были отобраны 50 военнослужащих, 45 мужчин и 5 женщин. Все они контрактники из войск химзащиты и военно-медицинских учреждений. После обследования их изолировали на 2 недели, чтобы исключить участие в эксперименте уже инфицированных людей. Через несколько дней после проведения всестороннего обследования и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация оставшейся части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко. В России разрабатывают несколько десятков вариантов антикоронавирусных вакцин, а всего в мире их уже более 100. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 из них уже проходят клинические испытания в Китае, США и Великобритании.
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию России проходит в труднодоступных населенных пунктах Кобяйского района. Члены комиссии избирательного участка облетели 3 оленеводческих стада номер 12, 19 и 5 общины Сибян. Также проголосовали работники участков недропользователей Чучулбан-1 и 2, а также Чора. Всего в первый день проголосовали 79 человек. Я проголосовал «за». Потому что я считаю, что изменения, которые предлагает нам наше правительство, к худшему быть не могут, только к лучшему. Поэтому «за». Посмотреть расписание тренировок, оплатить занятия в секции или забронировать билет в кино жители Алмазного региона смогут в несколько кликов. 1 июля заработает мобильное приложение «Единая карта клиента». Сотрудники культурно-спортивного комплекса «Алроса» разрабатывали его около года. Анна Брянская продолжит тему. Пока закрыто. И можно только представить, какие очереди соберут спортивные комплексы, когда закончится самоизоляция. Записать ребенка на спортивную секцию, себя записать в тренажерный зал, да еще и оплатить все это. Такую ситуацию не только предвидели, но и решили специалисты автоматизированного управления КСК. Каких только приложений не найдешь в телефоне у современного человека. Вот и программисты КСК во главе с Богуш Андреем решили не отставать. Разработали мобильное приложение. Им смогут воспользоваться все владельцы единой карты клиента. Создавали проект сами. Это колоссальная экономия затрат предприятия. Ведь на рынке это стоит не 1 миллион рублей. Мобильное приложение – это следующий этап развития большого проекта КСК «Единая карта клиента», который стартовал в 2019 году. Приложение заработает под операционную систему Android и iOS. Приложение можно будет скачать на официальных магазинах. Это Google Play и App Store. Скачали. И ходить лишний раз в КСК не придется. Проверить баланс и накопленные бонусы можно в разделе «Единая карта». Кинобокс получится забронировать и оплатить билет на любимый фильм. А расписание спортивных секций тренировок подскажет 3-й раздел. Да, можно записать ребенка на посещение наших объектов. Это делается через онлайн-расписание. Выбираете необходимую дату, выбираете объект, выбираете услугу. Информация в приложении будет обновляться в режиме реального времени. Новшество облегчит и работу сотрудникам культурно-спортивных комплексов. Для всех наших кассиров, для всех сотрудников это приложение, также вся единая система, она полезна тем, что упрощает очень многие задачи, их отчеты. Все можно посмотреть в реальном времени, всю доходную часть предприятия полностью, всех секций. Приложение пока тестируют. Специалисты планируют его запустить уже с 1 июля. А вот воспользоваться им можно будет только когда закончится режим самоизоляции. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». 26 лесных пожаров действуют в Якутии на общей площади более 137 тысяч гектаров. По-прежнему сложная обстановка сохраняется в Среднеколымском районе, где зарегистрировано 12 лесных пожаров. Из них 9 крупных очагов в зоне контроля. За сутки по всей Якутии количество пожаров увеличилось на 6 очагов. Основная их причина – грозы, засушливая и ветреная погода. На тушение лесных пожаров привлекались 17 человек и 7 единиц техники. Гусеницы повредили хвойные деревья в Мирнинском и Сунтарском районах. В Министерство экологии региона поступила информация о том, что на территориях этих районов наблюдается изменение цвета хвои и листьев. Местные жители связали это с гусеницами, похожими на шелкопряд. Образцы насекомых для определения их вида были направлены в Якутск. Оказалось, что это гусеницы-пилильщик и листовертка. Как пояснили специалисты, эти вредители большой ущерб не несут. Насаждения после однократной обработки не погибают и хорошо восстанавливаются. В районах, где замечены случаи опадания хвои, усилят контроль за вредителем. Водные полицейские Якутии будут патрулировать водные объекты на новом судне «Мастер Про 850». Торжественная церемония спуска катера на воду состоялась на причале ГИМС сегодня. О характеристиках нового транспорта Дмитрий Тымыров. Новое судно оборудовано всем необходимым для нужд водных полицейских. Он имеет длину 8 метров, ширину более 2,5 метра. Вес ультрасовременного катера составляет 2600 килограммов. Мощность судна 300 лошадиных сил и разгоняет скорость до 60 километров в час. Данный катер к нам поступил в 2018 и 2019 году. Это новый катер, спроектирован специально для
цели и задачи МЧС России. Его особые черты – то, что у него повышенная морепроходность и повышенная маневренность. У него 2 двигателя по 150 лошадиных сил, что позволяет ему быстро и высокоэффективно развивать скорость. Он оборудован системой видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, системой мониторинга воды и водной среды. Также катер полностью автономный для проживания здесь людей. Имеется туалет и место для сидения. Вместимость 7 человек. Как отметили в ГИМС, новая техника поможет работать водным полицейским 24 часа в сутки и в любую погоду. Так, только с начала этого года инспекторами ГИМС было составлено более 60 протоколов об административном правонарушении. На территории республики с начала года до официального открытия навигационного периода для маломерных судов уже было зафиксировано более 60 протоколов на нарушителей. Основные нарушения, виды нарушений – это несоблюдение мер безопасности, суда без регистрации, без удостоверения на право управления маломерным судном. Но основные, конечно, до официального открытия навигационного периода. Напомним, что навигация для маломерных судов на территории региона была открыта с 15 июня. И сейчас инспектора ГИМС работают в полную силу, чтобы не допустить печальных последствий на водных объектах Якутии. В первую очередь это проведение профилактических мероприятий с участниками водного движения и водных объектов. В этот период уже запланированы различные мероприятия. Это акции «Вода. Безопасная территория», где привлекаются все органы управления Якутской территориальной подсистемы для выполнения задач по обеспечению безопасности на водных объектах. Также администрации муниципальных образований, административные комиссии, учебные заведения, где мы проводим занятия, обучаем мерам безопасности на водных объектах. ГИМС напоминает, пренебрежение правилами безопасности на водных объектах может привести к трагедии. Поэтому просит взрослых быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности. А главное, не оставлять детей без присмотра, особенно в дни, когда на улице стоит жаркая, теплая погода. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Эсэх Туймады 2020 будет показан на канале НВК «Саха». Программа мероприятия начнется с праздничного концерта в 16:15 по якутскому времени. В полдень состоится праздничный обряд благословения Алгыс с участием главы Якутии Айсена Николаева. Вечером в 19:00 известный народный мастер, кузнец, заслуженный работник культуры республики Мандар Ус проведет мастер-класс. Вечером также пройдет праздничный концерт. В ночь с 20 на 21 июня состоится обряд встречи солнца, который будет транслироваться на радио Тыти на волне 107,1. Люди смогут встретить солнце в кругу семьи, у себя на даче и на природе под Алгыс. Валентина Исакова. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.